Вы знаете, я иногда достаточно часто молчу и не высказываюсь публично. В наше время публично — это не обязательно давать интервью там на телевидении или где-то на каких-то каналах. Мы прекрасно знаем, что у нас есть Инстаграм, Фейсбук и другие возможности. Так вот, я иногда не молчу именно потому, что я не считаю себя достаточно компетентной в каких-то вопросах. Плюс еще есть наша специфика, когда мы тут все друг с другом родственники, не хочется кого-то обидеть, кого-то ранить и так далее. Но есть вещи, которые для меня просто недопустимы, почему я сейчас посчитала возможным говорить об этом вслух, потому что считаю, что это, этот закон, эта история может привести к очень плачевным последствиям, которые, собственно, мы не так давно и проходили. Это были наши деды, мы прекрасно помним вот эти все истории репрессий, врагов народа, на которых навешивали ярлыки, и мы потом опять же знаем, что далеко не всегда это было правдой. То есть люди могли пострадать только за то, что кому-то не понравился, не знаю, цвет глаз или цвет забора, или не там посаженное дерево и так далее и тому подобное. Для меня очень важно, что молчать и говорить я могу только по своему собственному желанию, по велению своей совести, а не потому, что мне кто-то это запрещает или не запрещает. И это самое важное. У нас должна быть свобода выбора и свобода слова, и каждый для себя должен иметь возможность решать, что ему говорить, что ему делать, какие песни петь, какие танцы танцевать и так далее и тому подобное. И я считаю, что нас настолько мало, что мы не имеем права уничтожать свой собственный народ, и мы не имеем права допустить такой возможности. Я считаю, я очень люблю свою родину, я очень люблю свой народ, я считаю его очень талантливым, очень богатым, и мы должны только вот сплотившись, мы сможем чего-то добиться в этой жизни. Поэтому для меня то, что сейчас пытаются нам навязать, это для меня очень страшная история. И я не хочу повторения того, что уже было. А я уверена, что это будет, потому что вы же понимаете, вот даже если сейчас говорить о том, что вот этих о каких-то списках, которые мы не очень понимаем, откуда они взялись, но они существуют, вот мы читаем, и на сегодняшний день я вот разговаривала с многими людьми, там есть люди, которые не имеют никакого отношения к НПО. Это уже проверено. Они никогда не работали ни в каких структурах, но они уже есть в этих списках. Можно сказать, да, это ошибка, человеческий фактор, но случайно попали. Но вы понимаете, что эти случайно попали, и ошибки, да, людям свойственно допускать ошибки. То есть вот случайно человек туда попал, а потом он может оказаться вот сначала там с навешенными ярлыками на него, а потом, не дай бог, где-то там в тюрьме или вообще расстрелянным. Это же страшно. Поэтому мы не можем позволить, чтобы это с нами случилось. И еще я хочу сказать со своей стороны, вот как простой обыватель, я как бы тоже не владею, наверное, какими-то данными, но я думаю, что мы можем их легко получить, запросив там вот тоже наш таможенного комитета, не знаю, МИДа, кто этим занимался. Я вот хочу понять, 30 лет в нашей стране работают эти организации, работают эти люди, которые, насколько я знаю, сделали очень много доброго и полезного. То есть после военных годы мы прекрасно помним эти очереди из голодных в прямом смысле людей, которых кормили вот с тарелками, они стояли в очереди, их кормили. То есть они не давали нашим людям умереть от голода. Они все это время нас лечили. Огромное количество было завезено медикаментов, шприцов одноразовых. Людей вылечили от туберкулеза. Во время ковида огромная была помощь произведена. Те же банальные маски раздавались бесплатно, хотя мы знаем, что были истории, что маски там и какие-то медикаменты, которые были закуплены нашей диаспорой там, или нашими бизнесменами, потом оказались в продаже, в аптеках и так далее. То есть эти люди 30 лет, опять же, учат наших детей. То есть вот эти все образовательные программы, причем замечательные образовательные программы. То есть я считаю, что они очень много полезного принесли, но с другой стороны у меня возникает вопрос. То есть 30 лет кто-то им разрешал это делать,
Кто-то давал разрешение на ввоз всех вот этих вещей, о которых я раньше сказала. Кто-то вообще, естественно, знал о существовании вот таких организаций и допускал это. То есть нам сейчас хотят сказать, что все 30 лет у нашей власти были люди недалекие, видимо, которые не понимали, что происходит, и допускали вот этот беспредел. И только сейчас мы прозрели и поняли, что это так. То есть все люди, которые раньше допускали вот эту историю, мы их тоже сегодня будем называть иноагентами и врагами народа и вредителями, но это половина нашей нации. Половина детей, которые за 30 лет выучились в этих организациях, это тоже половина нашей нации. Вы понимаете, вот для меня это непонятно. Если мне кто-то может это объяснить, я бы хотела услышать. Я уверена, что есть все эти факты, и это можно все получить. Вот мне бы хотелось это понять. Не знаю. А людей, которые сегодня не хотят вот так публично что-то говорить на эту тему, потому что в нас уже живет страх, вы понимаете? Нам его уже внушили, мы уже боимся что-то говорить, а это ужасно. Но это ужасно. Мы же ничего такого страшного на сегодняшний момент точно не делаем, но уже люди боятся. И я никого не осуждаю абсолютно за это, потому что у меня тоже далеко не всегда хватает смелости что-то говорить, и осуждать за это точно никого нельзя. Но страшно то, что нам страшно. Вот это вот очень обидно. Вы знаете, мне повезло дружить с ребятами, с поколением, которое вот основной цвет нашей нации, я считаю, что это был цвет нашей нации, ребят, которые погибли во время нашей войны. Я их могу долго перечислять. Они не были никогда, как вам сказать, такими идеально правильными. Они не были такими послушными мальчиками-ботаниками. Но при этом, вот вы знаете, когда стала необходимость принять какое-то важное решение, они приняли это решение. И я помню, когда перед войной, я как раз мне надо было восстанавливаться в институте, я улетела, все вот это, к сожалению, с нами случилось, эта трагедия. Естественно, мы знали каждый раз, когда кто-то там умер, это все мы, естественно, сразу слышали. Но я помню вот этот год, когда я вернулась первый раз в Абхазию после войны. У меня было ощущение, что часть моей души потеряна, потому что я ходила когда-то где-то там, естественно, слышишь, что что-то случилось, но до конца все равно ты этого не понимаешь до того момента, когда я не приехала и не увидела, что их нет. Вот их нет. Я вышла там на набережную, я была в Гудауте, я не видела этих ребят. Это на самом деле не была, это такая трагедия для нас. И я уверена, что никогда бы эти ребята не допустили того, что происходит сейчас. Они как раз сложили свою голову за нашу свободу, за свободу человека, за то, чтобы мы могли жить так, как нам хочется, думать так, как нам хочется, говорить то, что нам хочется. И вот я в этом уверена. Я не хочу, чтобы это никогда с нами повторилось.